Здравствуйте! С вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. В конце уходящего года столица Якутии принимает стратегию развития города Якутска. И главным направлением является развитие транспортной инфраструктуры, в особенности пассажирских перевозок. Немного истории пассажирских перевозок города Якутска. Благодаря Айсену Сергеевичу Николаеву пассажирскими перевозками стали заниматься в Якутске четко и серьезно. Целая делегация из города Якутска, представители предприятий пассажирских перевозок, посетили город Москву, а в особенности пассажирские транспортные предприятия, а также заводы по производству автобусов. Якутская делегация, в состав которой вошли представители автобусных перевозчиков Якутска, побывали в самом крупном автобусном парке Москвы. Автобусный парк номер 17 включает в себя 436 новейших автобусов российского производства и имеет контракт жизненного цикла, рассчитанного на 7 лет. В 2016 году на приобретение автобусов потрачено 7 миллиардов рублей. Все автобусы в обязательном порядке оснащены системой наблюдения, системой безопасности и климат-контролем. Всего в Москве 22 подобных автобусных парка. Каждый из них в среднем перевозит до 40 миллионов пассажиров в месяц. Якутский дивизион автобусы группа ГАЗ пообщались на тему, какой вид автобуса устроит наших горожан и выдержит наш суровый северный климат. Если автобусы исправно работают 365 дней в году, всего лишь находясь на сервисе порядка 10-12 дней за год на регламентных работах. Естественно, что он исправно работает на линии, он теплый, он светлый, поэтому пассажир готов в него идти и чувствовать себя с комфортом в этом автобусе. Настанет день, когда в Якутске в автобусах станет так же чисто, комфортно и, главное, безопасно, как и в московских. На сегодня транспортная стратегия города Якутска принята, и по этому вопросу необычной обстановки дал пресс-конференцию глава города Якутска Евгений Григорьев. Мы сегодня выбрали формат проведения пресс-конференции в том формате, чтобы закрыть вопрос относительно того, что делает город по нормализации работы общественного транспорта. Мы с вами сейчас с автовокзала все вместе едем на автобусе ЛиАЗ 528 модели. Это новые автобусы, которые приехали в ноябре месяце. Мы их выпустим на линию. Сейчас проходит постановка на учет. Вместимость данной модели 114 мест по сравнению с обычным пазиком. Пазики по моделям 52-57 человек вмещает, поэтому, по сути дела, в 2 раза больше. Автобусы низкопольные. Данные автобусы используются широко в крупных городах и поэтому считаются наиболее комфортными для пассажиров, для водителя. Мы постепенно будем эти автобусы выводить на магистральные маршруты. То есть магистральный маршрут — это маршрут, который подразумевает отсутствие маленьких закоулков, где он может развернуться, удобно выехать. Сегодня, конечно, по автобусам одна из самых острейших проблем, которые существуют в городском хозяйстве. И начиная с 2022 года зашли для ее решения покупкой транспорта для осуществления общественных перевозок. У нас, все вы знаете, город делится на пригородные и на городские маршруты. Все пригородные маршруты начинают свой путь с автовокзала. Сюда же у нас приезжает еще 10 автобусов, которые сегодня обслуживают межмуниципальные перевозки. Это Намский улус, Горный улус и Хангаласский улус. Автобусы тоже относятся к ЕПАКу, их 10 штук. Мы сегодня имеем результаты научно-исследовательской работы, которая была проведена в течение 2022 года. В течение года измерялся полностью пассажиропоток города по всем городским маршрутам и пригородным. И научным институтом было предложено решение проблемы следующее. Первое, у нас за счет нулевого пробега, то есть холостого пробега пригородных маршрутов, когда они уезжают утром пустые с вокзала или приезжают пустые вечером в вокзал, увеличивается километраж, который потом отражается на себестоимости проезда. Плюс, у нас замеры показали, что основная часть пассажиров не доезжает до автовокзала, а выходит
по дороге, заехав на территорию города, пересаживается на иные маршруты или достигает своей точки. Поэтому было предложено вынести автовокзал на две точки. У нас город, по сути дела, как полукруг. Есть южное направление и северное направление. Вот в северном направлении мы уже взяли участок. Он находится напротив рынка Белое озеро на улице Можайского. Там мы планируем поставить логистический центр, транспортно-логистический хаб, куда будут приезжать пригородные автобусы и пересекаться с городскими маршрутами. Тогда это позволит сделать следующую вещь. У нас автобусы, едущие с Магана, автобус, едущий с Кангаласов и с Намцев, не будет заезжать в центр города, не будет стоять в пробках, создавать дополнительную нагрузку на улице Можайского и Курнатовского, Пилотов. Это все будут обслуживать городские маршруты. Соответственно, это позволит снизить стоимость проезда на пригородных маршрутах. Мы посчитали, и это позволит уравнять стоимость пригородного маршрута и городского, что в итоге для жителей, которые сегодня используют пригородные маршруты, фактически поездка станет дешевле, даже если они, приехав в город, будут пересаживаться на какой-нибудь иной городской маршрут. Это раз. Второе, безусловно, огромная, нагрузка снимется с лишнего пробега техники. Техника будет ездить меньше, соответственно, и графики выполнения будут проще. Вот смотрите, объясню попроще. Если представить, что автобус едет сейчас с Магана до города Якутска, время, которое он тратит, заехав на территорию города, примерно в 2 раза больше, чем он едет по Маганскому тракту. Соответственно, автобус может чаще ездить в пригородные территории при том же километраже, при том же количестве техники. Будут чаще ездить автобусы. Нужно понимать, что мы порядка 160 миллионов ежегодно субсидируем ЕПАК. И из этих 160 миллионов у нас добрая половина это километражи внутри города. С точки зрения денег, с точки зрения оплаты за проезд, мы сделаем его дешевле. Дешевле, даже если вы приедете в город, сейчас вам нужно пересаживаться на другой автобус, в этом случае тоже даже будет дешевле. И чаще будут ездить автобусы, это главное. Мы благоустроим территорию вокруг автовокзала сейчас и построим здесь какой-нибудь социальный объект. Я выступил с идеей, как Александр Сергеевич поставил задачу определить место для установки памятника для Михаила Ефимовича Николаева. Я предлагаю обустроить вот ту площадку, где сейчас паркуются автобусы, и сделать там площадь Николаева, нормальную площадь с хорошим местом для установки памятника, поскольку в центральной части города более-менее обширных, просторных точек для установки памятника такому человеку, как Михаил Ефимович Николаев, я не вижу. Соответственно, часть автовокзала либо снести, либо реконструировать, сделать какой-то социальный объект. Остро не хватает школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, территориальный образовательный комплекс. А часть вывести под площадь и сделать хорошую, нормальную площадь имени Михаила Ефимовича Николаева. Вот такое у меня предложение. Автовокзал туда? Автовокзал, 2 автовокзала. Первый автовокзал это северный автовокзал и южный автовокзал. Чтобы техника не заезжала в центр города, разгрузить, и, соответственно, сделать дешевле проезд. Вот с этой инициативой выступил. Сейчас это вопрос дальнейшего обсуждения. Да, мы будем обсуждать этот вопрос, но с точки зрения развития градполитики, с точки зрения развития города, логично вынести автовокзал. Ни в одном крупном городе, в центре города автовокзал вы не найдете. Это естественный процесс, когда город растет. Обустройство порядка 200 миллионов каждый. В каких сроках идет речь, когда это будет? Я думаю, это вполне реально сделать в течение 24-25 года. За чей счет строительство? Строительство? Это в любом случае будет за счет муниципалитета. Я думаю, республиканский бюджет поможет, поддержит. Вопрос он касается качества жизни практически 40% населения республики. С учетом того, что обслуживаются близлежащие улусы, и вот этот тренд по развитию межмуниципальных перевозок все равно отражается, в конкретных делах. Я думаю, поддержит нас республика. То есть каждый автовокзал обойдется в 200 миллионов? Порядка 200. Это приблизительная стоимость. Остается лишь вопрос готовности нас с точки зрения ресурсов финансовых, трудовых ресурсов, финансовых ресурсов.
переход подразумевается либо на брутто-контракты, либо на нетто-контракты. Вот если мы завтра готовы будем перейти на брутто-контракты, нам необходимо 4 миллиарда рублей. Если мы будем работать на нетто-контрактах, это чуть меньше 3 миллиардов рублей. Брутто-контракты работают следующим образом. Вот по-простому объясню. Любой автобус сегодня коммерчески зарабатывает за счет количества пассажиров, которые едут в данный момент. Каждый на выходе оплачивает свой проезд, либо на валидаторе проездной билет. За счет этого формируется выручка, с этой выручки он оплачивает свои расходы, и остается та часть, которая является его прибылью. Поэтому каждый водитель автобуса и каждый владелец автобуса заинтересован перевести максимальное количество людей при минимальных затратах. С точки зрения правильной мотивации придуман форма брутто-контракта. Она закреплена 220-м федеральным законом. Брутто-контракт идет на километраж. Неважно, сколько человек у тебя в автобусе. Ты в установленное время должен проехать определенный километраж, который фиксируется ГЛОНАССом, спутником. Поэтому водитель автобуса точно понимает, что он из точки А должен быть в точке Б в установленное время, и ему ровным счетом все равно, сколько человек у него в автобусе. Не меняется мотивация. И это все дело будет стоить для городского бюджета 4 миллиарда рублей. В 2024 году будем работать по брутто-контракту. Посмотрим, как это приземлится на территории нашего города с учетом нашей бюджетной обеспеченности. Покажем все выкладки в Минфину республики, обратимся за помощью, и в случае того, по прошествию времени посмотрим, как это все будет работать, и корректируем всю модель и будем переходить на брутто-контракт. Это правильная, единственная возможная модель, по которой сейчас работает Москва и Санкт-Петербург. И мы видим, что в нашем случае это вариант, который необходимо внедрять в жизнь. А к лету успеете, да, совершенно? К этому лету у нас однозначно будет первый маршрут ездить на брутто-контракте. Мы будем смотреть, какая получается реакция в администрировании, какой имеется там лаг в оплате по бюджету. Посмотрим. Просто если мы завтра все маршруты переведем на брутто-контракт, это может возникнуть черные лебеди, так называемые проблемы, которых мы сейчас не можем предвидеть. Поэтому надо сделать очень аккуратно, ведь общественные перевозки — это очень тонкая, чувствительная вещь. Достаточно, чтобы несколько автобусов не выехали, то мы сразу видим, как это отражается в целом системе. Поэтому здесь надо очень аккуратно, не рубить с плеча. В столице Якутии через 2 года появятся 2 новых автовокзала. Но главное в этой истории только одно, чтобы это воплотилось в жизнь.